Всем доброго утра. Вчерашнего доброго вечера у нас не было. Как сказать, видать, сказалось то, что все попытки, которые мы в течение дня совершали, одно, другое, третье, четвертое, пятое место, не увенчались успехом. Устали, вымотались. Это во-первых. Во-вторых, до этого получается... Ого! Ветер поднялся. Снег падает с деревьев. До этого ночи не спали. Легли только в 6 утра, в 8 встали. Невыспанные были, уставшие. В общем, вчера даже не было ужина. Растопили печку. Повесили голову. Расстелились, легли спать. И все. Проснулся 2 часа. Затопили печку. Попили чаю. Спать дальше. В итоге сегодня нормально утром встали, выспались, бодренькие, полные сил и энергии. Ромка уже ходил на озеро, попробовал, поклевок нет. В общем, сейчас собираемся и выезжаем еще на одно озеро. Оно чуть подальше находится. Надо будет проехать километров 7-8, наверное. Посмотрим, держит, не держит кругляк, пробьемся, не пробьемся. Должен. Вчера, если он держал, сегодня тем более должен. И поедем, будем пробовать. Так что вчерашнего у нас вечера доброго не было. Сегодняшнее доброе утро. Вон там ребята уже закончили завтрак. Чаепитие уже у них. Все, все готовы? Обязательно. Роман готов. Серега? Всем привет. Полон Доброе сил, утро, ребята. полон сил и энергии. Дима тут. Доброе. Все бодрячком. Все наелись. Вон остались одни пустые тарелки. Так что к бою готовы. Вперед. Надо пакетик. Озеро зовет. Пакетик, рюкзак один. Вот у Сереги маленький рюкзак. Освободить туда, закидать сюда и все. Так, друзья, дороги закончились. Впереди одно лишь направление. Едем, пробиваем пухляк по снегу. Приходится вилять между деревьями. Блин, сверху еще все сыпется. Не знаю, что у нас получится. Но будем пробовать. Вон, вот такой сплошной лес впереди. Никто в этом году до озера не ездил. В общем, пробиваем дорогу. Сейчас, пожалуй, оставлю камеру включенным, чтобы не было вопросов. И для наглядности спрыгну в снег. Какой здесь снег, вон. По самые помидоры. И он реально пухлый, вон. С лесу выбрались. Вон лес. Все-таки смогли выбраться. Сейчас здесь идет болотистое место. В принципе, уже проще маневрировать. Озеро где-то примерно там. Сейчас попробуем до него доехать. Убираем камеру. Серега на буране где-то сзади. Потихоньку пробивается по следу. Самое хреновое, что не знаешь, куда едешь. Надо заранее смотреть, чтобы не было завалов всяких. Вот эту мелочь сейчас здесь попробуем пробить. Он сплошняком все растет. Вот где вот ехать? А попробуем вот здесь вот эту мелочевку пробить. Снега вот здесь. Снега, когда много, с одной стороны это плохо, валится пухляки. С другой стороны это нормально. Скрывает все эти неровности, всякие поваленные деревья и все такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, какой-то бугор. Так. Едем дальше потихоньку. Я вот просто сомневаюсь, что вот здесь вот пройдут какие-то двухлыжные снегоходы. В таком густом слезу двумя лыжами по-любому куда-то упрутся, наверное, и все. Что-то Сереги тоже не видно.
Но он с санями, он груженный, может быть где-то и застрял. Ладно, пробью дорогу, потом, если что, навстречу поеду. Так. Опа. Вот как-то вот так. Маленький бульдозер. А тут вот как два кедра. И я, наверное, между ними не проеду. Попробую вот здесь вот, в этом чепыжнике. Тут-то, конечно, лучше. Но тут резкий заворот. И там опять. А так он не вильнет, наверное. Ладно, попробуем вот так вот объехать. Так, и вот сюда. Ну, что, друзья, у кого-то еще вопросы есть по поводу проходимости урагана? Пробиваю реальный целяк. И деревья валим. Так, мы от леса отошли. Главное не заблудиться. Забыл в избе навигатор. И надо будет объехать вот то дерево. Ай-яй-яй. Так. Задний ход. А, вон тут реально пенек. О. Я-то думал одно дерево, а тут вон реально дерево росло. Я просто его не заметил. Вот оно. А я хотел через него проехать. Тут он, конечно, не пойдет. Вон. Это-то бы он завалил. Запросто. А вот это уже посложнее. Так. Вот такая бывает рыбалка. В поисках. А, буран пошире. А, ребят санями высадил. Чё ты высадил их? Высадил? Высадил? Ну а хули, он не идет с ним, ёпта. А они что? Они как пешком на лыжах? Пешком лыж-то нету. А что, не взяли? Нет. Молодцы. Подъедь, пилу дай. Пилу дай. Блядь. Или топор. Я тут уперся, думал, свалю березу, а... Я уже за***ся ехать, пешком буду ходить, блядь. Я думал, здесь тонкая береза, а тут пенек, оказывается, как врезался в него. Березовый пенек, надо топор или это срубить. Потому что здесь, видишь, прямо валежина лежит. Надо как-то ее объехать там или там. Ну ты-то без саней пустой хуяришь, ёпта. Я-то с санями, я-то не могу так заворачивать, как ты заворачиваешь. А, резко-то? Конечно, ёпта. А тут... Сани там воткнулся в дерево, нахуй. Ну, а тут по-другому никак. Дай топор или пилу. Ладно, пока выключаемся. Так, ну вот. Вышли более-менее. Скоро тут должно быть уже озеро. Если вот это просвет, возможно, это уже есть озеро. Посмотрим. Вот оно озеро. Вот по ходу озеро. Наверное, я не знаю. Вот и озеро. Все, ёпты!
Вот такой вот пухляк. Буран полностью тонет. Что, за ними поедешь или дойдут? Поеду, конечно, что? Ну ты от Ниссанки отцепи тогда. Саня цеплю, уберу. Мне зацепляй, Саня, эти, Саш. Ой, Саша говорит, Серега. Воды вроде бы нет. А какая вода тут по яйца снега? О, блядь. Блядь, лопату надо с собой брать, блядь. Чтоб до льда добраться. Да, блядь. Готово. Ладно, увидишь, короче, я туда поеду. Оно здоровое озеро. Пробовать здесь. Он сделал вот такую приспособу, пленкой завернул, чтобы завихрение снежное не попадало внутрь кнопок, чтобы ничего не замерзало. Вот так вот сколхозил. Все, приехали. Выключаем массу. Вот так вот. И пробуем рыбачить. Пробуем буриться, пробуем рыбачить. Там что-то ключи, что ли, бьют, или промоина какая. Ямки какие-то несерьезные. Вот такой простор. Здоровенное озеро. Здесь есть черный окунь, черная щука и больше ничего. Все. Начинаем еще одну рыбалку, еще одна попытка. Если и здесь ничего не клюет, то я уже не знаю. Такой далью пробились. Поехали. Вот первая пробуренная лунка. Пока тишина. Тем временем вон Серега уже подобрал ребят. И на полных парах мчится. Друзья, пока я болтал с ребятами, что пришли, у меня была поклевка. Я отчетливо слышал, что у меня кто-то что-то дернуло. Снизу у меня чертик с червяком, сверху нимфа. Значит, рыба здесь есть. Сейчас одеваем камеру. Одеваем камеру в надежде, что мы все-таки что-нибудь допоймаем. Я отлично, я болтаю, рукой держал и четко слышал, была поклевка. Тут у меня еще такой черт с такими червями мощными на серьезную рыбу. Вот и первая рыба у Романа. Сегодня обрыбился первый Роман. Вот такой вот окунек. Он тут не сильно... Держи. Он тут не сильно черный, но уже и не белый, не печорский. Он здесь почернел. Есть озера, где он полностью черный. Но здесь тоже, видать, вода темная. Вот первая рыба у нас. Вот такой вот окунешка. После моей поклевки. И клюнул, говорит, на опарыша. Блин, балансирчик бы попробовать, конечно. Красный. О, есть, поклевка, есть, друзья, поклевка. Стоячего дернул. Значит, рыба неактивная. Значит, этот чертик им не интересен. Он слишком здоровый. Тем более, вот червей убрал оттуда, думаю, чтобы... О, видали? Что-то дергает.
Надо попробовать, может он бьет по чертику этому, надо попробовать и так, подсечь его. Но на игру не хочет брать почему-то. Только на стоячку берет. Рыба есть, это уже хорошо. Она уже показала. Может, будет время клёва. Как-то вот тоже мы весной приехали, 12 часов. Ну, там поздняя весна уже была. До 3 часов подергали хорошо. Рыба осторожничает. Есть, но осторожничает. Походу, надо ставить мелкую вольфрамовую мормышку. И будет все шикарно. Поменял мормышку, другую удочку. Зелененькая маленькая мормышка. И он поймал ей своего окушка тоже. Так что у Ромки окунь, у меня окунь. Погодка устаканилась. Так что на червя хреново, а на опарыша вот взяла. В принципе, ударила нормально. Сейчас включим камеру. Один свежий подпарышек. Надо вольфрамовую маленькую мормышку, походу. Им крупные, они что-то стесняются. Вон, Славка, твоя удочка. Просто взял другую мормышку, поменял. Твоя легкая. Поставил вольфрамовую. С легкой плохо, она шугу не пробивает. Здесь можно рыбачить, да? Здесь это... Здесь хоть что-то шевельнулось, блин. Можно здесь себе посидеть, побурить. Озеро-то не маленькое. Да тут замучаешься, ты его тут в 10-ром не выбуришь, блин. Да ладно. Сейчас наговорю, здесь башня кругом. Но здесь лед тоньше, чем на Печоре, да? Да. Ладно. Второй окунь. На включенную камеру не захотел. Шевельнул. Пошел было за блесной. Серега орет: Гена клюет. Подошел, тишина. Шевельнул, хоп. Клюнул. Смотрел в камеру в одну лунку. Вода темная, видимость очень плохая, но то, что вот видно, небо сантиметров 30 от камеры, вот то, что видно под инфракрасником. Рыбы я не видел. Ну, 3 окуня — это уже результат для этого озера. Как бы есть надежда. Хотя были моменты, что я вам говорю, с самого начала ловил окуней, и потом была тишина. Ладно. Да. Бахнуть за первую рыбу. Рома, ты, блин, обычно ты бываешь неправ, но на этот раз ты прав на 100%. Можно и бахнуть, да. За первую рыбку, иначе клёва не видать. Рыба по суху не ходит, правильно? Так что наливай и пей, так что наливай и пей, так что наливай и пей, так что наливай и пей. Так, вот попробую вот такую вот блесенку. Здесь леска толстая, но попробую поставить окуневый глаз снизу. Сверху вот такая у меня волосатая, желтенькая, скорее всего еще светонакопительная. Сюда поставлю окуневый глаз, здесь будет у меня опарыш. Так, видно, да? И попробуем. Может, на окуневый глаз возьмет. Сейчас, после, где самый свежий окунь, вот этот. Попросим ненадолго глаз окуневый. Слабонервных просьба не смотреть. Так, все. Скажем, что так и было. Так и было. Да, вот такой целехенький окуневый глазик. Так, а опарыша я сегодня забыл все-таки. Дайте мне опарыша. Рома, есть опарыш? Дай опарыш. Леска тут 0,2 у меня толстенная. В принципе, в темной воде он не должен видеть. Хотя хрен его знает. Главное, сегодня ничего не забыли? Не забыли. Опарыш забыл.
Навигатор забыл. А рыба по суху не ходит. Рома, ты предложение ты высказала? Давай допей. Никаких это. Так, один предложил, другой делает. Да? Не? Ну вот тут ты не прав. Тут ты в корне не прав. Так, ну что? На окуневый глазик поймаю рыбы тазик. На окуневый глазик я поймаю рыбы таз. Новый глазик, Поймаю рыбы. мою птичку глазик. А что, летом работала эта песенка очень даже неплохо. Тазами ловили рыбу. Дима, ты будешь? О. Ты сначала рыбу поймай, да. Лишь Дима, не будешь? Серега, ты сначала рыбу поймай, да. Ладно, принюхивайтесь пока. Так, надо попробовать какую-то прикормку поставить. Побурил. Он не активный еще такой. Зимний еще, не весенний, он еще не проснулся. А сработала у меня такая зеленая мормышка. Зелененькая, такая темно-зеленая мормышка. Окуневый глазик, поймай, а рыбы тазик. Так, ладно, друзья, до первой поклевки. Роман тут Поймай, рыбы таз. как ее, напиток тайм сделал. Перерывчик, говорит. Между первым и вторым промежуток небольшой. Решил смочить горлышко. Может, лучше пойдет дело. В общем, прихожу к этим тунеядцам. Один чай пьет, второй сидит там, чуть ли не спит. Третий там что-то дергает, типа балансирует что-то, блин. Я говорю, что, парни, клюет? Да не клюет. Только удочку взял, бам, удар. И он такой вот окушок. Третий уже получается. Всего 4. И 5-го на живца поставил 1, 2, 3, 4, 5 жерлиц поставил. Одного на окушка, остальных на голянчиков. Правда, они подохли почему-то. Один живой был, остальные дохлые. Съели. Короче, здесь с мормышки окунь съел опарыша. Сейчас попал на нимфу синенькую. Синенькая нимфочка. Хапнул, в принципе, сразу только шевельнул, он бац. Получается, окунь есть, но он не ходит. Его надо искать. Сейчас я пробурил там. Не я пробурил, Роман пробурил, конечно, но не хочет идти по лункам. Я говорю, иди по лункам, не хочет. Сидеть удобнее на корыте. Поднялся ветер. И все, вот один был, ударил сразу, и больше нету. Он, скорее всего, есть на озере, но он не гуляет, его надо по ходу искать. Вот там у меня есть еще несколько пробуренных лунок. Сейчас пойду и буду искать. Все, друзья, до первой поклевки. Кто ищет, тот всегда найдет. Друзья, у меня сработка. Вон горит флажок. Предпоследняя жерлица сработала. Там был мертвый гальян. Он по-любому сам не мог сработать. Сейчас закинем удочку и будем смотреть. Крючок не взял? Взял. Леска натянута. Тут дохлый малек был, он не мог сам сработать. Или ветром может, навряд ли. Вроде у меня загнуто хорошо все. Включенный? Да. Не вымотало. Вымотал? Не, еще есть место выматывать.
Что-то так натянутое, да? Он сбил походу и бросил. Он не крутил. Нет там ничего. Не крутит. Я думал, до конца вымотал. Он ударил походу и все. Может быть. Я оставил вон, не выкрутил. Нет там никого. Ладно, смотрим на всякий случай. Может... Не. Никого. Ветром же не могло сбить. Малек есть. Малек дохлый, и он не мог никак сработать. Ну да. Ветром нет, закрыто ветром. Там же не сдует ветром. Ну, Значит, был удар. был. Что-то значит есть. Он вообще не сработал, он ударил и ушел. Попробую мальком поиграть. Значит, щука есть здесь. Я здесь ловил только 2 щуки на первый лед. Одна попала на второй день и на 4-й день одна. Я и потом понял, и все живцы подохли у меня, понимаешь? Я так понял, кислорода мало, активности мало, живцы дохнут на крючках. Я завязал этим делом, поставили налимники и пошли. Не мелкая же вроде здесь, не мелкая. А весной здесь я вот поймал на блесну одну щуку один раз. И все, на жерлице не ловил. Ладно, оставим еще. Так. Ну, это уже дало надежды. По ветру оно никак не могло ветром мне, блин. Нет такой силы ветра, чтобы сбить флажок. Был удар и бросил. А вообще-то он ветром ходит. Да ну нафиг, такой силы ветер должен быть, чтобы сбить жерлицу. Ты что? Подождем. Так что это вот лунки. Надо вот так вот вдоль буриться. У меня вот тут вот поклевки окуня были. Там вот, там, кстати, лед чище и вода чище. Там идут провода от телеграфной линии. Оставь сюда, может быть, это еще. Может, возьмет второй раз. И так вот надо буриться, хотя бы вот так же, по такому расстоянию потихоньку буриться, пробовать. Потому что окуня надо искать, он где-то есть. Не может его не быть на таком озере. А мелкого поймаем, еще одну жерлицу. У меня еще жерлиц есть, если что, еще поставим. Там у меня еще с десяток в пакете есть, старых которых. Не повезло. А уже надежда была такая. Думал, ну сейчас мы щупачка-то поднимем. Ну ладно. Подождем. Так, что у нас все обрыбились, да, получается? Серега поймал, Дима сейчас поймал тоже живца. И у нас тут раз, два, 3, 4, 5 окуней уже. А ты, Серега, тоже сюда кинул, да? 5 окушков. Вяло. Без аппетита берут. Значит, он, получается, есть, но стоит на месте. Его искать, получается, надо. Не гуляет еще. Для него еще зима. Он не понял, что весна наступила. Сейчас Ромкину лунку проверю еще. Может, там что. Рома говорит, там у него кто-то опарыша съел. Рома пошел на тот берег. Вот такой вот живец. Дима сейчас поймал. Ну какой он толстый. Откормленный. То он не кушает нифига. Посидеть. Вот она рыба. Окушок или что-то ёрш, я не понял. Вот к камере подошел, он еле. Вот он, вижу. Вот она. Вон, есть, короче, здесь одна рыбка небольшая. Попробуй. На, попробуй. Она еле-еле плывет. Я видел ее. На, пробуй. Поймал же в этой лунке окунь. Небольшой что-то, или ёрш, или окушок небольшой. Я увидел его, он подошел.
глубине, да, там на полметра, если не больше. Надо спад найти и все на спаде. Он еле-еле двигается, еле-еле плывет. Ошарашенный чем-то. Видать, еще от зимы не отошли. Нет еще активности. Нет эффективности. Все понятно с ними. Рыба есть. Она просто не хочет есть. Или не время суток, или не время года. Или для них еще 12 марта еще не весна для них. Либо надо им подобрать. Ну вот и дело потихоньку тронулось с мертвой точки. Дима хапнул сейчас окушка, вот поймал, Серега вытащил тут же через минутку. И Дима говорит, была еще поклевка. Это радует. Рома там небольшого окушка еще поймал на новых лунках. На жареху уже надергали. Ну все по одному. Там один, здесь один. На этой лунке, говорит, Дима, тоже поклевки были. В общем, ходят они в одиночку. Ни хрена нету Тамары у них, блин. Это те, которые с Тамарой ходят пары, а эти без Тамары, блин. Оп. Ха-ха. Останавливать, короче, надо. На игру не берут. Играешь, остановил, удар. Вот постоянно играешь, он не берет. Поиграл, остановил, он ударил. Сейчас потихоньку мы их тактику вычислим, как их ловить. Так, это у нас живец, не живец. Ладно, пусть будет живец. Пусть будет живец. Где Рома живцы? Так вот, поиграли, остановили. И тишина. Поиграли, остановили. И тишина. Больше нету. Ветер поднялся, что-то еще. Опа. Поклевка была, поклевка. Роман делает новые лунки. И на новых лунках есть поклевки. Только они какие-то интересные поклевки такие. Неактивные. Раз клюнут и все. Так, мормышку на дно. У нас сверху нимфа. Так, оторвали мормышку. Блин, раза два клюнула. Попробуем, как балансиром. Все, видать, укололся. Видишь, Ромка, не зря пробурился. В каждой лунке по окуню сидит. Где твой? Ну, здесь клевал, там ведро кинул. Вон, смотри, сейчас вытащу. Вот отпустил, поднял. И вытащил. Я же сказал, вытащу. И вытащил, вон. Живец.
Сейчас навтыкать на этих окуней жерли здесь. Мелкий окунь. Крупный здесь тоже есть. Но что-то не хочет брать. Или он в другом месте где-то. И пока опарыши не поменял, голый крючок не захотел кушать. Все. В общем, одна лунка, один окунь. Нет, нет, еще есть. Оп. Еще есть. Этот покрупнее уже немножко. Пошла мазута. Отдай. В общем, походу, где есть окунь, там берет. Вот Рома пробурил 4 лунки. На 5 даже. На 2 поймал по одному окуню. Потом 2 лунки проверил. Тишина. И вот здесь вот подошел к этой лунке. И вот он, третий окушок. Они такие вот не крупные, жерличные. Но все равно радуют поклевки. Там уже у нас собралось штук, наверное, 7-то точно собралось. Если крупнет, если клюет мелочь, значит, возможно, и крупный тоже будет клевать. Надо бурить, в общем, надо искать, потому что окунь не ходит. А где он есть, он берет. Вот здесь вот 3 штуки один за одним, считай. Ловлю сейчас на одну и ту же удочку. Зеленой мормышкой. Вот так. О. На нимфу поймал только одного. Остальных всех на вот такую вот зелененькую мормышечку. Типа лягушки, что-то там, я не знаю, с глазиками. Типа насекомого какого-то. 3-й окунь уже. С одной лунки. Все, походу, кончились. Нет, еще есть, еще есть, еще есть. Опа. Еще окушок. Такой вот мелкий окунь, жерличный весь. Видать, попал на стайку здесь. И 4-го кушарика уже. Ничего, жерлицы у меня хватает. Поставлю на всех живцов жерлицы, и может быть что-нибудь да попадет. Щука здесь есть, только зимой почему-то она не очень. Вот ловил только 2 раза 2 щуки на жерлицу и 1 на блесну, на удочку, и все. И то это было в декабре месяце. Весной что-то мне вообще здесь не попадало. Ну вот, друзья, только успел выключить камеру, как последовал удар. Сначала был сход. Крикнул Ромку, что подошел, так как здесь лунка клевая. Ромка не успел подойти. Очередной удар. И вот этот уже более-менее вот такой вот окушенций. Вот такой вот чернявенький, красивенький. Мелочь кончилась, подошли крупные. Ну как подошли? О! Вроде бы еще поклевка была. Оторвем одно немножко. О, вот он! Есть! Есть поклевка. Ну, по дну постучали. Оторвали. Оторвали, оторвали. Вот так. Живец. Серега, иди сюда. Я уже 7-го окуня с одной лунки вытащил.
Один вообще кабан на полкило весом. Была поклевка, сход. И вот так, вот так, вот так. Живец. Отдай. Отдай опарыша. Отдай опарыша. Надо потом будет, если здесь щука есть, жерлицы выставить. Ты, Дима, ставил жерлицы? Зимой не ставил никогда? Нет. Весело. Но это ставить надо, ездить, проверять. Ну а что ездить? Ты сейчас снегом засыпал. Завтра приехали, да проверили. Сейчас больших морозов нету, под снегом ничего не будет. Но окунь вроде немножко активировался, да, после обеда? Или просто мы нашли стайку? Что, опять туда пошел? Что нашел? Я с лунки вытащил. А, с лунки? Которая черная с глазиком. А, ну-ну-ну. Там тоже леска не очень толстая. Но если эту мормушку оборвет, такие есть у меня. А сейчас, которая у тебя оборвала, она дорогая, 110 рублей стоит, красная. Она даже не моя, Иван Григорьевича. Так что... Иван Григорьевич нет. А? Да. Вот попробуй, сам и объясняйся с Иваном Григорьевичем потом. Это он мне давал эту красную мормышку. В декабре месяце еще. Скажу, там щука такая украла. Дядь Вань, иди ловить. А Иван Григорьевич смотрит канал. Что-то я начинаю говорить. Я говорю, Григорий, сейчас звонил он вчера-то говорю. Насчет того, что к брату на юбилей ехать. Я говорю, буксировщика урагана нового. Да смотрел я. Хотел новость ему сказать, а он смотрит канал уже. Все, разобрался в телефоне. А то все не мог интернет там подключить, там одно, другое, третье. Все смотрит, так что и комментарии, наверное, по-любому читает. Какой блеск на вертикально? Во. Только нацепи. Знаешь, что нацепи сюда? Там вот здесь вот малявка дохлая есть. Хвостик нацепи у малявки. Вот, хвост сейчас я оторву. И это будет больше правдоподобно. Как ты его нацепляешь? Да. Она будет играть как малявка. Вот так вертикально нацепи. Позвоночник зацепи. Желательно позвоночник пройти, чтобы... О, Чтоб держалась. Да? чтобы держалась, да. И вот так она болтается, и все. И может хапануть. А вдруг? О, у меня поклевка. Ох ты! Это уже не живец. Не живец. Так тяжело шел, блин. Что, поймал, Даром? Хороший? Хороший, да, нормальный. Ну вот, Янцкадан. Дело сдвинулось с мертвой точки. Может, просто время подошло? Или Ром Рыбацкий подействовал через 3 часа? А флажка нет, улетел, вон куда улетел, видишь? Ты думаешь, что он где-то в стороне стоит? Все, остановился. Погоди. Включил, нет? Нет. Я же говорю, щука здесь есть, жерлицы надо ставить. О, у нас сработка. Пошел, да? Вон, вылетел аж, вон, эта фигня. Только пришел закапывать, и сюда шел, ничего не было. Сейчас вот подошел, разматывало. И остановился. Я, может, шуганул, я на буране катался. Но ты уже давно проехал здесь.
Но она, смотри, крутила и перестала крутить. И остановилась так, как будто сорвалась, да? Ага. Не тянет. Даже это, леска даже, смотри, Свободная, ну. свободно. Да ладно, подсекаем. Ага, хрен там. Нет. Попробовал только. Ну крутила, я подошел, она крутила. Серегу подождал, надо было пока крутила, наверное, подсекать может. Так, GoPro у меня села, 7-я Silver. Не знаю, насколько хватит, поставил батарейку на GoPro 4. Родные что-то на морозе вообще не работали. Заказал с Алиэкспресса, не знаю, посмотрим, проверим. Минут 5 хватало, когда 30 градусов было. Сегодня сколько? Градусов 15. Посмотрим. В общем, у нас идут сборы. Сальце, чаек. Ну, кое-кто рыбацким греется. Сегодня я без рыбацкого. Никто не верит. Коми рыбак сегодня чай пьет. Да. Коми чаевник сегодня, а не коми рыбак. Пойдем посмотрим, что мы поймали сегодня. Наш улов на 4 сегодня составляет вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 окуней. Самый крупный вон. И вот живцы тут тоже пару штук. Еще живцов, наверное, штук десяток. Сейчас поменяю. Было 2 сработки на жерлице. Один раз подошел, даже не крутил, второй раз видел, что крутил своими глазами. Но, к сожалению, не проглатывает, выплевывает. Сейчас меняю голяны, где были дохлые голяны. Снимаю, насаживаю живых окушков, закапываем жерлиц, оставляем на ночь. Собираемся, на всех парах дуем в избу. До темноты надо успеть продольники, набрать вам воды, а мы сегодня с Романом оставляем эту дружную гоп-компанию в избе. Сами едем в Троицк. Умыться, побриться, переодеться и завтра с утреца Куда, на речку? Надо с утра на озеро помыться, побриться, с утра на озеро. Не, завтра с утра поедем в родное село Покча. 55 лет родному брату у меня исполняется. Виталий Геннадьевич, с юбилеем тебя. Этот ролик выйдет. А где ты от нас? Дай бог ей здоровья, еще прожить столько же. Постараюсь. А нет, не успею, наверное, 13-го смонтировать, да? Нет, конечно. Ну, в принципе, постараться-то можно успеть, да, чтобы на 13-е я вышел как раз. Да. Может быть, и успеем. В общем, если успеем, то хорошо. Если нет, так посмотришь позже. Счастья, здоровья и долгих-долгих лет жизни. Огромных уловов тебе. Ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. И все такое. Так, ну что. Батарейка не села, поклевок нет. Сало закончилось. Чай тоже, да? Нет, сало еще есть. Все. На сегодня все. Если хватит батарейки, включимся еще на проверке продольников. И домой. Так что, на всякий случай, всем пока, всем до свидания. До следующего ролика. Это у нас будет через день. Или через 2. Как юбилей пройдет, я не знаю. Ну, постараемся послезавтра уже быть здесь. Все, всем пока. Ну что, солнышко садится. Мы уже на реке Печора. Первая проверенная донка у Сереги. И как мы видим, вон рыба была, намотала вот деревяшку какую-то и обрыв крючка. Это леска не выдержала, или щука, или налим. Но что-то было крупное, крючка нету. И вот что намотало, вот что поймали. В общем, рыба была. Это уже радует. Да, Значит, надо ставить лески потолще. Значит, у нас на палке есть надежда. И сейчас мы это посмотрим. Осмотрел камеру, рыбы не было, да? Если тут что-то сейчас будет, можно ставить продольники тогда на реке. Все, да? Ну что есть, да? Так.
Ну что, делайте ставки, господа. Я говорю, что ёрш есть в любом случае. Кто дальше, кто на что поставит. Я на щуку. Щука-то не будет, это 100%. Может, возможен язь. А? Сейчас бы 4 щучки по 4 килограмма. Возможен язь. Малек живой, никто его не съел. Второй живой, никто его не съел. Ёршик, походу, есть какой-то. Я говорю, ёж будет. Третий живой, никто его не съел. Внутри малявки-то есть уже. Да, блин, не Нет, дергай. 3-то он насаживал. Я говорю, ёж будет. Да, оцепляй. Второй ёрш, третий ёрш, четвертый ёрш. Все 4, все ёрша. Вот такая вот гирлянда. 4 щуки. А смотри, здесь на ливне не это, да? А у тебя там проползал. Что? Что там проползало? Ёршик. Выкидываешь? Не-не-не, почему еши? Ты что выкидывать? Ясно. Доставай червей, Дима. Когда они нужны были, и они не ловились. Да? Да, вон их сколько их. 4 ерша на каждом крючке. А малявок никто не съел. Мальки живые все. Ну на лимонету был бы налив, он бы, считай, ершей бы хапнул, блин. Конечно. Да это все скорее, говорю, что-то не то. Это либо ясь, может, взял. И порвал. Намотал. Я сразу поднимать-то начал, вес-то почувствовал. Да? Потом раз и легко пошла. Ага. А еще скорее, говорю, что-то было. Либо Ладно, ясь, просто накрутил. Так, ну что, второй продольник. Ну, дай белую рыбку. Петр Павел, рыбный бог. Никого. Ни белый, ни желтый, ни зеленый. Ага, червей погрызли. Второй червяк целый. Ерша слышу. Ершик один есть. Второй тоже еще есть. 2 ерша. 2 ершика. Видно, да? Там 4, здесь 2. Здесь. И больше ничего. Дим, что скажешь? Есть здесь рыба? Есть. Тут Ерши однозначно. Ершей тут точно не будет. Мы же тут все на мальков. Крупные же крючки, нет? Или не помню. Я скажу, что здесь язь. Скажи, раскочегарил, да? Язь захотел. О, что-то есть. Опа. Ой, ушел. А язь-то был. Видел, нет? Блестел. Язь ушел. Блин, так заказал язя, он был. Но я не заказал, что он ушел, блин. Крупненький такой, хорошенький. Он, видишь, все замотал. Ну что, вот и проверили наши продольники. На первом продольнике было 4 ерша, на втором продольнике 2 ерша. Слабо засыпаешь, мороз ударит. А на третьем был язь. Был язь, но ушел. Заберешь ершей, Ром? Сейчас посмотрим, как у Сереги там дела. У него тоже было 3 донки. Один был обрыв на одной. Да там у него по одному крючку. У меня-то здесь по 4 крючка было. Он получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 ершей. Что, вы с Печоры воду набираете? А? А что, не пойдете туда на ручей? Что у тебя 2 остальные донки? 2 пустые, на 3-й крючка нет. Обратно. Ну вот первый, что крючок нет. Или опять крючка нет? Вот второй здесь, а второго крючка нет. Тоже обрыв. Тоже обрыв. Язь, наверное. У меня сейчас язь был, ушел. А эти целые поплыли. Да, видать, он это замерзло. Видать, утром, наверное, брал. Получилось, кивок не сработал, он Надо просто лёд ударом и порвал. А, то есть ты вытаскиваешь, там уже пусто, ничего нет. Да, он уже обрывает, просто получается. Амортизации нет, я сразу говорю, Леска, значит, слабоватая. да, я сейчас эти поменяю, потом поставлю обратно. А есть ли леска нормальная? Леска, да, есть. Гнилая леска, наверное. Может быть.
Так что как-то вот так. На реке, на озере мы, получается, порыбачили. Озеро нам дало сколько? 18? Да, 18 штук. 18 окуней, 3 А там пустые. сработки жерлицы. Река нам дала 4 на одном продольнике, 2 на другом, 3 сход язя, 6 ершей. Взять сошел, да? Без рыбы мы не остались. Самое интересное, вот там взялся, и здесь взялся. А та стояла Вот. пустая, это пустая. Эту компанию оставляем дальше здесь рыбачить, пусть рыбу ловят. Ну а наша компания едет праздновать юбилей брата. Так-то вот так. На сегодня заканчиваем все. До следующего дня. Он будет, наверное, послезавтра. И это будет уже совсем другая история. Надеюсь, она будет веселее. Всем пока, всем до свидания. До новых встреч. Ручками все помахали. 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 Всем пока. Всё.